Добрый день, дорогие друзья. Я маленькое свое выступление назвал так: «История народа – это история его героев». Так получилось, что в прошлый раз здесь же, в этом зале, мы проводили круглый стол, посвященный Михаилу Николаеву. И я там свой маленький доклад тоже назвал «Мечта народа Саха и Михаил Николаев». Но я хотел бы подчеркнуть, что у народа Саха, конечно, как у любого народа, есть мечта. И в эту мечту, на мой взгляд, входит понятие свободы, изобилия и красоты. Вот есть такой роман великого якутского и российского писателя Ивана Гоголева «Кандыл» «Манчары». И вот там есть эпилог, когда на закате жизни Манчары приходит дух его родного Алласа Арилах, и они там общаются. И обсуждают о свободе. А Манчары очень много времени провел в тюрьмах, и роман вообще начинается, как он сидел в тюрьме, значит, с цепями. Но он говорит: я познал свободу, я знаю, что такое свобода, и боролся за свободу, поэтому я счастлив. Вот такой роман вот, Иван Гоголев написал, и свобода – это одна из самых главных составляющих мечты народа Саха, мне кажется. И вот, знаете, вот когда мы сегодня отмечаем 125-летие Степана Максимовича Аржакова, я просто восхищаюсь своим народом, который в сложные, переломные времена рождает, воспитывает и выращивает достойных сыновей и дочерей, которые, вот как Андрей Сандомирович сказал, берут ответственность на себя и в самые переломные моменты времени, истории играют огромную роль в судьбах страны, в судьбах народа. И вот таким же человеком был легендарный первый глава Барабонского улуса Сеген Арджаков. Он еще в 18-17 веке поехал в Санкт-Петербург, столицу тогдашней Российской империи, со своим планом о якутах добиваться некой свободы для своего народа. Он 2 года, можно сказать, стоял в очереди и выждал, и все-таки пришел на аудиенцию к Екатерине II. Он был стройный, красивый мужчина, держался очень свободно. Когда зашел к Екатерине II, императрица, чтобы поставить, наверное, его на место, спросила: ты знаешь, на чьей земле ты стоишь? Ну и тут спокойно Сеген Аржаков снимает свои, ну это легенда, конечно, снимает свои глаза, оттуда высыпает землю и говорит: я стою на своей родной земле. Он, конечно, добился указа императрицы, и были некие преференции для народа Саха, с того времени они были сделаны. Потом, когда в начале 20 века тоже в России было очень сложные, переломные, можно сказать, для всего человечества переломные времена, и тут на историческую арену появляется Степан Аржаков, который самым первым из этой плеяды величайших деятелей, первым сформулировал о необходимости автономии для якутов, для республики, для Якутии. Он встретился со Сталиным, был в Наркомнасе, и специально под него создали отдел Якутии. И не только вот предложил и выступил, но еще и разработал все остальные документы, которые необходимы для создания, оформления этой автономии. Он под руководством Иосифа Сталина над этими документами работал и добился. Потом еще через 70 лет, когда в конце 20-го столетия тоже Советский Союз рухнул, распалась тоже огромная страна, на исторической арене появился Михаил Николаев, который тоже добился, в первую очередь, встречи с президентом новой России Борисом Николаевичем Ельциным, и тоже добился очень многих привилегий. Вот 3 выдающихся личности, и о роли личности в истории многие года спорят историки и философы. И вообще я хочу сказать свои мысли, что такое роль личности в истории. Роль личности в истории – это роль, выполняемая в истории личности, который раньше, лучше,
глубже и полнее других осознает новые потребности развития общества, необходимость изменения существующих условий и решительнее других борется за это, умеет найти и указать силы, пути и средства для осуществления задач, стоящих перед страной и перед народом. Вот давайте разберем. Степан Аржаков раньше, лучше и глубже самым первым сформулировал необходимость автономии. Потом он решительно другим боролся, потому что мы все знаем из истории, даже в родной Якутии были противники. Даже были приняты официальные решения против наделения Якутии автономией тогдашними властями. И тем не менее он очень решительно боролся за это. И не просто вот боролся, да, выступал и так далее, а вот знал, как это сделать, находил силы, и с кем, условно говоря, договориться, кого убедить и какими средствами этого добиваться. Вот он этого добился. Поэтому в этом смысле Степан Максимович Аржаков сыграл выдающуюся, решающую роль в обретении автономии Республики Саха-Якутия в начале 20 века. И по праву является одним из самых ярких героев народа Саха на протяжении всей ее истории. Я бы хотел сказать, что наравне с Ильей Батором, с Ильей Аржаковым и другими героями народа Саха. Его имя вписано золотыми буквами в истории народа и Республики Саха-Якутия. Спасибо.